Всем доброго дня. Сегодня 18 июля, год 22. Мы находимся в районе города Чита. В принципе, мы его проехали. В гостинице «Талон». Гостиница, кафе, тут и баня есть, тут много чего есть. Доехали до этого места без приключений. Дорога, в принципе, отличная. Чем ближе к Чите, тем лучше дорога. Сейчас выезжаю. Идем в кафе, завтракаем и двигаем в путь. Кстати, сейчас хоть и 7:30 уже, но на улице довольно-таки прохладненько. То есть не холодно, но тем не менее прохладненько. Знаменитое здание с деревьями на крыше заброшенное так и стоит. Давно уже стоит. Выехали из Читы и подъезжаем к первому населенному пункту. Вроде как мы въехали в этот лесной городок. Аккуратненький. Светофор, Да, аккуратненький, действительно. Железная дорога. Где храм-то? А храм тут за соснами. Не видно практически. Вот он. Вот начались просторы. Едем по долине, вот там до самых гор, по-моему, потом еще какая-то долина начнется. И вот так вот тут и будет. Сейчас еще деревьев много, потом их станет совсем мало. Дорога, в принципе, нормальная. Проехали ремонты. Надеюсь, что дальше будет хорошо. Вот такую вот картинку мы наблюдаем за окном. Степь, вернее, долина степная. А слева, справа горы. А мы вот по этой долине летим. Вернулись в сторону улетов. Здесь должна быть газовая заправочная станция. Должна быть. Год назад была. Вот еще у нас один городок. Называется Аблатуйский Бор. Тоже вот все как-то так цивильненько, что ли. Прям домики такие старинные стоят. Тротуарчики. Хотя как цивильненько. Обыкновенненько. Деревня просто в сосновом бору. До Иркутска почти 1000 километров. Там, кстати, по-моему, здесь останавливались в прошлом году. За еду не скажу, не помню. А сейчас проезжаем мимо. До Хилок осталось 91 километр. Вот такая вот красотища, серпантины. Высокие подъемы, глубокие спуски. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Первая заправка Омни. Такая вот красивость. Dangerous times, don't fly too high.
sure to keep the ground in sight. О, поезд какой длинный, колбаса какая. Да. О, даже еще и за Я говорю, он там, да, еще из-за поворота не вышел, уже во второй вошел. Тут трактор стоит наверху, незаметный такой. железная дорога. На остановку. Автобусы И река Хохоту. Постой, княже. А тут вам не показать? Да, там две, ну, ручеек течет, ага. Love the world that keep the sky on your mind. Get on board. Солнечная энергия, ветряная энергия. Все вместе. We're soaring on top of the world. Заехали в кафе 75-й регион. Здесь очень вкусно кормят, относительно недорого. Ну, конечно, здесь нет, скажем так, туалетов. Туалет у нас тут стоит на улице. Вон там, далеко-далеко, деревянный. Прямо на трассе практически. Чуть съехали и все. Дорожка была нормальная. Из ремонтов нам попались, по-моему, всего 2 реверсивных движения. И, в принципе, все. Поэтому доехали. Все нормально. Здесь что-то не по-русски написано. Национальные иероглифы, видать. А здесь вот Республика Бурятия. Кусочек Байкала. Вот так вот. И герб, и флаг. Мы находимся в селе Тарбагатай. Это близ Улан-Удэ, не доезжая, по-моему, в районе 50 километров или 49, как мне пишет навигатор.
Значит, что у нас здесь? Температура за бортом в районе 32-33 градусов, жарко очень. Ехать уже устали, но дорога тем не менее нормальная. Остановились у магазина и пошли за холодной водичкой. Не знаю, найдут они холодную водичку или нет. Что-то ушли и долго нету, значит вода есть. Да, что-то вот купили чипсов вместо холодной воды. Классно, классно. Вот такие вот резные ворота на смотровую площадку. Здесь что, доступ в лес запрещен. Вот такие вот ступени, не знаю, по метр 20, метр 50 шириной идти неудобно. Сделано так, чтобы не каждый это осилил. Но ребенок шагает бодро. Но мы в интернете узнаем, как это место называется, и обязательно сделаем вставочку. Там, я знаю, две смотровые площадки. Одна пониже, другая повыше. Такая вот это, да? Да, сейчас оттуда, знаешь, как высоко видно будет? Так. Ступеньки разные. Короче, как получалось, так и строили. Да, почти дошли до первой площадки. Такой интересный набор камней. Вон даже мост видно. Где мост? Вон там далеко. Да. Потом, который как по 75, да? Вот вторая половинка пути. Еще лестница. Ну, не такая большая. Тут вон, дерево, упавшее в тряпочках. Здесь высота побольше, повыше. Там люди даже вон карабкаются на скалы. Это уже, я считаю, лишним. А теперь можешь что-нибудь говорить. Говори, привет, мама. Ты до сюда не дошла. Вон оттуда мы приехали. Вон туда мы поедем. Вроде и поднялись невысоко, а там видно так далеко. А? Вот видишь, как там? Да, вижу. Классно. Это пошли наверх, да? Ага, а вот там вот с той стороны какой-то крест установлен. Но туда я не полезу.
Деревня Саратовка. Ну, это, конечно, не Улан-Удэ еще. Я говорю, это не Улан-Удэ еще. Это Вознесеновка. А Вознесеновка, правильно прочитал. Вот мост и река Селенга. Часовня Серафима Саровского на Селенге. Байкал. Ну все, Байкал достигнут. Вот он, Байкал, батюшка, шумит на сансете. Лагерь есть, дом поставлен, машина на месте. Мечты сбываются. Крутяк все. Да, оно того стоит, чтобы сюда ехать. Просто обалдеть. Еще под какими-то деревьями. Что у нас, березы? Да, березы. Такое место. Классно. Обалденно. Ну что можно сказать, переночевали мы на Байкале, доехали нормально. Как ни странно, трасса, которая идет на Байкал, она довольно-таки в хорошем состоянии. Всего пару было мест, где отсутствовал асфальт, а возможно даже одно. Что-то, честно говоря, я уже и не помню. Погодка вчера была, жара страшенная, просто ужас. Путешествовать на автомобиле летом без кондиционера — это то себе еще занятие. Место никому не скажу, потому что не знаю, не помню, как называется. Попали к самому озеру. Есть место, где можно спуститься. Прямо здесь у нас обрыв довольно-таки крутой. А там чуть дальше можно, в принципе, спуститься. Но я спрыгивал и тут. Это не помеха. Снова в дорогу поедем уже до Красноярска. Но доедем или нет, я не знаю. Там, по-моему, 1100 с чем-то километров. Точно не помню. Надо смотреть по навигатору. Поэтому не знаю, доедем мы сегодня или нет. Если доедем, то доедем в ночь. Причем в ночь так уже, скорее всего, под утро. Чего не хотелось бы. Раньше такие номера откалывали постоянно, но сейчас уже то ли годы не те, то ли мы не те, не знаю. Вот, пока я не забыл и пока мне напомнили, место это называется деревня Мантуриха. Здесь вот мы
окольными путями, огородами заехали. Ну и сейчас вот выезжаем. Погодка не айс, ждет нас впереди. Позавтракали в кафе. Как оно называется? Трактир, по-моему. Да, трактир. Вот, кстати, я вам сейчас название скажу. Кафе Трактир. Город Бабушкин. Кормят неплохо. Цены умеренные. Не сказать, что дешевые, но и недорого, совсем недорого. Вот едем по Байкальской дороге. И вот такая вот у нас погода. Облака низкие, я не знаю, тут метров, наверное, 200, если не меньше. Буквально вообще вот горы закрываются чуть-чуть выше верхушек деревьев. Вот он во всей красе. Едем под дождем, и конца и края этому дождю, в общем-то, и не видно, и походу еще не скоро будет видно. Все беспросветно, затянуло. Каменные дома, с другой стороны побеленные. Как поселок там называется? Что-то я не понял. Колтук. Вот старые дома деревенские. Заколочены, но не видишь, вот живут. Ну да, бывает и такое, что-то безвозвратно рушится. Победы. Раньше жили проще намного. Он с правой стороны. Где-то здесь должен быть. Вот он. Да? Да. Да. Он немножко по-другому. Да, все это он. Ну, тут я первый раз вижу, что тут так много было народу. Обычно прям так не бывает. Обычно он пустой. Там же красиво. А я уже не могу, я хочу рыбу. Вижу, там дома. Ой, какой тут этот подъем-то. Да. Ну, нам надо. Мы как будто назад едем. Нифига не назад. Остаток бака 0. Откуда мы приехали? Оттуда. Оттуда? Откуда?
берег, по которому все время мы ехали, он южный. Потому что там мы же с севера, по идее, идем. А мне кажется, он тянется с юга с севера на юг тянется. Так, немножко Ну, он наискосок. да, наискосок. Ага. Нам туда, да, сейчас еще раз туда будет. Правильно, правильно. Мы же вверх поднимаемся. А вот этот поезд тоже так же. Где-то в гору лезет. Вот он. А этот... в Москве Байкальский серпантин. А в Москве какой? 77 и все подобные там на 70. по-моему. А, вот она, да? Сейчас. Да, смотровая. Здесь тоже арбуз продают. Ты что делаешь? Ты зачем меня пугаешь? Свалишься? Да, смотри, Дай руку. он спокойный стал, Дай видишь? руку, дай руку, дай руку. А там он был это, как Да. штормило его. Там же какие-то причалы еще есть. Река Иркут. Как он? Корабельный. Похож, но нет. По сравнению с нашим. По сравнению с нашим, прямо прямую, это настал В общем, проехали сейчас перевал Култук по Култукскому тракту. Но это было что-то с чем-то, с непривычки. Это, конечно, в некоторых местах аж это самое, спина мокрая становилась. Ну ничего, проехали, сдюжили. У нас спокойная дорога, сейчас какие-то бугры проедем, и у нас начнется по-моему, равнинная местность. И уже особо интересного ничего практически не будет. До самого Красноярска. Ну, за исключением, может быть, Канска, Тулуна, сами города проехать, посмотреть, что у нас там еще есть. Усолье Сибирское. В Ангарске там, в принципе, вдоль дороги-то нечего показывать. Никаких достопримечательностей практически нету. Посмотрим. Едем по Р-255 до Красноярска. Объезжаем Ангарск. Ехать через город не хочется, поэтому мы едем в объезд. Мелкий, мелкокалиберный дождик. Я бы сказал, взвесь просто копический двор. Да. Вот хорошее. Рекомендую место. Просто обалденное. Но, чтобы к нему попасть, надо много километров проехать сначала в одну сторону, потом вернуться в обратную сторону. Частых переездов тут практически нет. Ну вот кафе «Маяк», гостиница «Душ-стоянка». Ну что можно сказать? Мы разочарованы. Я заметил борщ 210 рублей, хотя вот буквально до этого везде 120, 110 рублей. Но если дорого, 150, я так понимаю. Уже. Бухлер 350 рублей, если не больше, не помню точно. 350 я посмотрела. В общем, все очень дорого. Не могу дать рекомендацию. Обстановочка, да, там действительно все очень хорошо. Ой, что это как-то это... Блин, сейчас что-то всю брашку пропускать, что ли? Надо Что было ты не тоже проехал? проехать. Тебе же хватало разгона. Сейчас. Тут одна полоса. Я, получается, если въеду, то въеду. Внимание, туман 70. Ну, в общем, вот так вот с этой кафешкой произошло. Блин, яркое такое все. А, смотри-ка, вон это самое усолье. Храм. Вот. Город Тельма. Основан в 1660 году. Столовая же лучше, чем кафе, да? Ну да, по идее-то. Да. Корона. А ты чего там? Ты опять разулась или нет? Что-то тут, по-моему, значит, сейчас были в столовой «Корона» называется, что прямо на въезде в город Тельма. Ну, скажу я вам, и цена нормальная, и все тоже остальное нормально. Ну, как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные, поэтому нам понравилось. Очень даже хорошо. Рекомендую.
Мы тем временем проезжаем этот самый населенный пункт Тельма. И у нас по правому и по левому борту идут архитектурные изыски. Сейчас будем показывать. Здесь вот слева вот прям красивый собор. Да, у него вечером такая подсветка обалденная. Ну, в общем, храм смотрится очень красиво. Прям очень действительно. Он и днем даже замечательно смотрится. Ну и все, мы едем дальше. Ну и все. Одноэтажная частная застройка. Старинные дома, не совсем старинные. Ну, есть бревенчатые, вот прям видно старые дома. Есть новострой, есть камни. Ну, в общем, сейчас так и будем долго-долго продираться через эту Тельму. Ну, вот такие вот дома присутствуют. В общем, это уже более Сибирь. Вот так вот здесь у нас. Ну, опять же, есть вот красивые, да, вот, ну, как вернее, опрятные такие, что ли, прям ровненькие. Да, все, Тельма закончилась. А вот подъезжаем к стеле Усолье Сибирское. Химфармзавод. Шиномонтаж теперь. Вот тут очень интересно. Обычно переднюю часть монтируют, а тут задняя часть вмонтировалась в дом. А вот, кстати, впервые начали здесь, оказывается, да, вот светофоры подсвечивать, мачты светофоров подсвечивать цвета, который показывает сам светофор. А желтый что-то не... А, красный показывает. Да, моргает желтым. И тут пробка будет очень долгая. Красная, прям все там, скорее всего, ремонт дорог, наверное, какой-то. Вот такая тут пробище, длиной практически во весь город. Вот. Показывает, едем. Желтая немножко и потом опять красная. В общем, едем уже давно и все время наблюдаем одну и ту же картину. Пробка, бескрайняя пробка. Ну, потихонечку едем, но ничего не меняется здесь. Дело сдвинулось с мертвой точки. Мы вроде как выезжаем. Да, два деревяшка. Ага. Такие же, как у нас. Ну, не совсем, но... не такие. Но елочкой раньше у нас так отбивали дома. Нет, раньше были. В порту-то они все же отделанные были вот такой доской. Вот, пожалуйста, еще один. Вот оттуда мы в тот раз выехали сюда. Покидаем мы Усолье Сибирское. Мальта, вот она. И мамонты. Мальта от слова мамонт, что ли? Я не знаю, как ассоциируется Мальта и мамонты. Может, там нашли первый. Нет, ну видно же, что мамонт. Да, что-то с погодой случилось, прохудилась она. Мальта, 300 метров, прямо Красноярск. Здесь еще один, по-моему, заезд. Да, точно. Тоже еще один, вот это вот место, я помню. И поворот на Мальту. Вон туда. Вон там Мальта. Мы 97 едем. Вполне нормально. Вот олень. Что он тут делает? Черемховский район. А, видать, у них и на олене герб. На гербу олень. На олене герб. На гербе олень. Ну, как-то так. Ну, мысль-то понятна. И вот такие вот пейзажи. Основан он в 1775 году. Да, большой такой, в принципе. Но он не многоэтажный, ничего, походу, он такой, не знаю какой. Какой-то. Очень такое симпатичное кафе. С хорошими ценами, с хорошим качественным питанием. столовка даже, я бы сказал. Кафе-столовка. Ну, оно как столовая. Да. Все равно
там, если что, интересная вещь, которую вы не увидите, а я увидел вот так вот. Погода у нас все не погодится. То есть с переменным успехом, то больше, то меньше. Едем не сильно быстро. На асфальте вода. Немножко страшновато. Ландшафт поменялся, да, теперь с обоих сторон деревья. Где-то недавно видели в какой-то части неба позитивные моменты в виде просветов, но вот никак не можем понять, где мы их видели. Вон они, по-моему, да? Вот сейчас будет должно видно. Как будто там чуть-чуть, да, светлеет. А там за ними что-то нифига не светлеет. Река Ака. Река Ака, а городище Ухтуй. На Красноярск 800. Вот такая вот красивая статуя. А, мы здесь были, кафе, да? Прикольно. Сейчас заедем, покормим. Вот тоже хорошее кафе. Наш дворик. Как не помнишь? Погода начала налаживаться. Небо заклеили. Большая деревня. Большое, это значит уже село. Значит, село Куйтун. Да. Улица Красного Октября. Поселок. Мы, по-моему, его снимали, кажется. В прошлом году. Название бурятское. Да? В переводе с бурятского означает два понятия. Какие? Так, вот означает два понятия: холодный и обширные, плоские, приподнятые степные пространства вдали от лесов. 30, ну елки-палки, ну что же вы не 10-то сделали, а как же так-то? Мы на середке этой только области. Да. Вот он, где Куйтун это. А тут идет полным ходом что-то. Что-то ваяют. Глаз ничего не вижу. Хорошо, впереди ориентир есть. Деревня Тулюшка. Я так думаю, что вот эта вот река Болотца, скорее всего, то же самое, одноименное название. Солнце реально светит. Вот засада Иркутского края. Это ихние переезды. Увидела?
Подъехали, несколько минут подождали, и потом он только пришел. Ну, безопасность, что поделаешь? Ничего не поделаешь. А где он? Явно не эта река. Не, мы до реки еще не доехали. Двухэтажные вот такие же дома с елочкой. Мелодилинский, Билл Скарсгард. Вот тебя через центр он повел. Ну, он все время так ведет, я все время так и ездил. Два лежачих полицейских подряд, это для надежности, походу. Вот домики какие красивые. Зачем два-то лежачих полицейских? Ничего понять не могу. Ну, может, у них здесь дикие эти. Ходит телевизор, Домики ног устраивают, киста. Да, дома. Вот, смотри, коза читает. Ага. Прикольно. Смешно. Да? Да, даже большой экран есть. О, фонтан! Так, сейчас нам налево. Фонтан! Папа пропустил уже. Да, фонтан. Кто наш Владимир Ильич, да, стоит? Да, Ленин.